Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Гражданский долг каждого. В Чеченской Республике проходят выборы президента Российской Федерации. Явка традиционно высокая. Удобство, комфорт и прекрасный вид из окна. В Аргуне открыли жилой многоквартирный дом на 271 квартиру. Он расположен рядом с центральной мечетью. Равные условия для всех. В Грозном началось строительство медресе для глухонемых. На этой неделе начался священный месяц Рамадан. Это время поста и большой милости Всевышнего. Рамзан Хаджи Кадыров поздравил всех мусульман с этим событием. Глава региона призвал верующих быть усердными в изучении религии и не упустить возможность стать ближе к Аллаху. Также лидер субъекта отметил, что в этот священный месяц необходимо уделить особое внимание воспитанию детей и подростков. После глава республики призвал жителей региона совершать дуа за бойцов, участвующих в специальной военной операции. В Украине обожили будут равно шревдона, цигар маранскопштона, цигар и шильд металлолам штешнон, что он ахвюкшинсидон, хошрадона, цигардона, веберштон, нюонистелит, хошрад марабут цигабош, цан дал моладон, шозцо ялхидон, دلحظة إيش بيخدون هو قاعد يخدق إيش بيخد كيستلز عند إتوام شقبل يساتولن باقم إيش أبيض بيعل دير ديخدق دون دار موكش مارش يحيي غلق دون زي إيش يدتنس يعرس تخش دون دار دون يوزن يالل خرج طول ما دون دايما قدر تزوج دون شو دار تعيش يعتذرات تبوز. В Чеченской Республике, как и по всей стране, проходят выборы президента Российской Федерации. В регионе открыто 514 избирательных участков. Лидер субъекта вместе с мэром Грозного осмотрел городские участки. Рамзану Хаджи Кадырову доложили, что в республике зарегистрировано более 816 тысяч избирателей. Всего республика 521 избирательных участков, 816 тысяч голосовать я еще населению. Гала 97 избирательных участков, более 189 тысяч населению голос ставили еще. Ориентинах обязан голосовать еще праздничное настроение. Маргай будет более лозер садирох, но фоновую музыку макетчах не хотим праздничное настроение более фоновую музыку малатинах абош. С утра ойран истали арабы голосовать аж больше. Ойран цей участок выехать не может. Ойран цей ждал сам на ворон на участок. В Аргуне завершили строительство многоквартирного жилого дома. В торжественном открытии объекта принял участие глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. В новом ЖК 271 квартира, 4 подъезда, 8 лифтов, торговые площади и удобная парковка. Сюжет Халимат Шахидовой. Поздравить жителей города Аргуна с открытием многоквартирного жилого дома прибыли общественные и политические деятели республики. Главный гость – глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Внимание! Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. С приветственным словом перед собравшимися выступил мэр города Ильяс Масаев. Он рассказал о позитивных изменениях, которые произошли за последние годы. Спортивные объекты, спортзал, и библиотекина, здравоохранение Ришлашина, паркина, дохаллер, бач аматаж дахазват облдацон, центр сайт гектар, yok паркина, из общественной территории, цаба хузтрай сайт квартир, елла ветте аварийный жилье чернаган, переселить бинауш, цаба трай ялгит квартиры чу, хусмичу датарбина, шей рил ашболнах, ой фонду аматажица далазват облдацон. Из жамаат междигдина, ца рузбан междига, шо дадуладача, вемехде омарцани берткала дадулина, вен из гина, ко хужарина, барх междиган капитальный ремонтина,
Агропромышленная продукция архивач объектина шиба и при улице асфальтилена келтабина энерж. Главе республики презентовали мастер-план по развитию Аргуна на ближайшие годы. Он включает в себя строительство большого количества жилых домов, социальных, культурных, спортивных и инфраструктурных объектов. Устрада – это современное уникальное место для комфортного проживания. Переменная этажность варьируется от 12 до 14 этажей. Максимальное естественное освещение и атмосфера загородной жизни гарантированы. Переменная этажность – это новый взгляд на комфорт. Высокие секции защищают от ветров, а те, что пониже, обеспечивают отличную инсоляцию во дворе и квартирах. Городской округ город Аргун – одно из самых перспективных мест с огромным потенциалом для развития различных отраслей экономики и социальной инфраструктуры. В связи с этим была разработана концепция развития города. Согласно данной концепции, город Аргун ожидают колоссальные положительные изменения. В новом жилом комплексе 271 квартира. Здесь 4 подъезда, 8 лифтов, торговые площади на первом этаже и комфортная надземная парковка. Дизайн дома был разработан в сочетании с мечетью Сердце Матери имени Аймани Кадыровой. Глава региона высоко оценил проделанную работу. Силни да ги основно кому халдырти валидан. Окат ала чуала ручочнон. Büsen scheidna scheidosdin federal scheidosnon. Taadem dan parach dadlichdoch. Kan je gedual saadana metig boch. Adam qiedel shekerta sheyta gwivin izwabish ischu daulchena. هردينشن ديل نعرف لا تسبحشتون أوصل جو قيرين هذا سنة أو هدي الصوت بعد زين زوج منها عمد عشت على الصوت والله حلقة بالوين هوكا ويبيتشكا غالا لكن دو تبينش سن بيدون بيزني بوشلا محبوشنون دقيقتين دلويتانا بين مقردون أرجون دون خزل شو دقيقتين سرت مقردون أو فيديو عشر ويساعدون كده خز يجي شوش كيبر دون ونو كوتش دون نان أصله شوش دعوت شو ده مولا دون ده سون ده قبول دون بغرش دون ينهج لدي دي هدر اللي سين بركل ده رزق على إذا في شادين عقد دون خال دون ديكش أول دون خيط مشغل. В торжественной обстановке почетные гости разрезали красную ленту. Дорогие друзья, уважаемые гости, почетное право разрезать красную ленту предоставляется главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Мэр Аргуна провел экскурсию для главы республики по новому объекту. Также Рамзан Хаджи Кадыров пообщался с жителями Аргуна. Они поблагодарили его за благоустройство и развитие города. Да, мукшмеш да, это да, изял да, да, муладон. Мелчадон, адми хашкот стоит луплайдон. Да, это было. Да, вот да, дома сидит. Да, мало будет его, бегать я готовый. Да, это было. В ближайшие годы в Аргуне произойдут большие изменения. Они направлены на повышение качества жизни населения. Хава Айдамирова, Халимат Шахидова, Аслан Висхаев. При содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава региона ознакомился с ходом строительных работ в центральной части Грозного. Его сопровождал мэр столицы Хасмагомед Кадыров и первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог региона Исаатом Хаджиев. В ходе инспекции Рамзан Хаджи Кадыров осмотрел строящиеся объекты и дал оценку проделанной работе. Подробнее расскажет Диана Хармуш. Проезжая по главным улицам Грозного, глава региона проверяет ход строительства объектов и оценивает проделанную работу. Сопровождает главу республики мэр столицы Хасмагомед Кадыров.
Первого хагушал ходом дальше. Туш окшер конце сдаттайцаг аубешбу. Единственный фасадят и цанар заказать хайвашим сложный фасадят он мегардала окшеран первый квартал цакая еллое хаусадерой каяха окшер завершитает хауштук анализ ештук но максимально окшер ишдаха аубешбу дальше халдат дулыш но фасаджим сложный цад алона чудорца яхицол юорца юохит хилма езхлета та белой церта он без брич тажим канет. В ходе инспекции Хасмагомед Кадыров доложил, что в ближайшие 3 месяца будут сданы в эксплуатацию центральные многоэтажные дома, в которых предусмотрено около 1000 квартир. Большая часть из них уже распродана. Через 2-3 месяца инвестируется открытие. 3 месяца было 95% квартир около 1000 квартир и 1000 квартир почти районом было 95% квартир. Активными темпами идут строительные работы в районе, который будет носить имя президента России Владимира Путина. Здесь будет около 2 миллионов квадратных метров жилья. Также в новом районе построят мечети, школы, детские сады и другие социальные объекты. Хасмагомед Кадыров отметил, что ход и график работ тщательно контролируются мэрией Грозного. Префектура на проводы на так пенсионные минтрудио шо выплаченных объект тут я объяснил меча мил объект хрю мил здание чахрю так новый район получше шайк это современный еще шайк рабочий метиш на помещение шайк здание шушак и чулу телефона право да я квартет еще тебе шейк строит кушал На территории нового района возводится современный многофункциональный жилой комплекс «Квартет». Он включает в себя 4 25-этажных дома на 736 квартир. Подробнее о проделанной работе рассказывает мэр столицы. Второй этаж халучмон, что право более изоляции еще. Вторая линия уже своя, что шпол бешбу. Третья линия изыскание еще полная цветя была обычно. Полный окрей он около 230 гектаров латуршев. Мы сана окря бешбу белшена полная. Что здесь дорожная карта один. И был шаг был проект ШПСД еще более 50% главной центральной улицы, когда долчери инвелю, и санчер середина года качли решил. Так, цац, я тушега нацпроект шоуёче, цуда церти был выпущен. Также Хасмагомед Кадыров рассказал главе региона о продаже квартир жилого комплекса. Он отметил, что более 40% из них уже распроданы. Квартиры можно приобрести в рассрочку по нормам ислама. Исламский рассрочковый банкинг цикш. Не так дина доверие дают так. Именно инвестор контролирующий хушок стройки на них доверие, так нах дают очереди алаталя чуймал более 40% дают конюш, когда ищут поэтапно нах дают. Также глава региона посетил строительную площадку, на которой возводится новый комплекс правительственных зданий, включающий администрацию, правительство и ряд министерств. Территория комплекса составляет более 66 тысяч квадратных метров. Проект разработан с использованием чеченских архитектурных элементов. Министерство из Санкт-Петербурга является зал совещания видеоконференции правительство, администрация Чечни, Хокча министерство. Мат министерство хокча. Даже ел хахуэр. Все овальчан шефа. Дешку бог. Гор крыло яха. Кише чел нахали давай. А вот строители как раз уэнс белш. Белва хабалу шмон.
каждый объект, каждый крыло, что было, там материал, цели, техники, для арчан цанаман, проблема, погодчон, магадикиот. В завершении инспекции глава региона поблагодарил Хасмагомеда Кадырова и Ису Тумхаджиева, а также всех строителей за проделанную работу. Строительство объектов планируют завершить до конца 2025 года. Диана Хармуш, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Возвращаемся к теме выборов. В селе Ахмат-Юрт с самого утра первого дня голосования большое число желающих проголосовать. Избиратели приходят на участки с семьями. Как и по всей республике, в местах проведения выборов праздничная атмосфера. Сюжет Халимат Шахидовой. В Ахмат-Юрте, как и по всей республике, избирательные участки начали свою работу с 8 утра. Люди уже выстроились в очередь, чтобы одними из первых отдать свои голоса. Это участок номер 166. Мы принимаем в нем участие. Мы очень тщательно подготовились. Ровно 8:00 мы открыли свой участок. Выборы у нас проходят на хорошем высшем уровне. И мы очень рады, что у нас именно в нашем участке тоже посещает много людей с нашего села. На избирательных участках царит праздничная атмосфера. В числе первых на выборы пришли известные религиозные и политические деятели. Это председатель Совета алимов Республик СКФО Хож Ахмед Кадыров, министр Чеченской Республики по делам молодежи Ахмат Кадыров, вице-премьер правительства Абузайд Висмурадов, первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев, министр внутренних дел Аслан Ирасханов, министр образования и науки Чеченской Республики Хожбау Дюдаев и другие. Хож Ахмед Кадыров, проголосовав, призвал жителей региона также исполнить свой гражданский долг. يبارك بشر صداقتي ولاين زم الدقي خارجة خارجيتن عاركش بالدعسة حاجة ويقارش الشهر ثان أبي تاسي شوش درس سياقو نو ويلي شوش تقرا تقي لهم أزقوش دوخو إيش خارجة يدوي هو خارجة حاجة دال تحي بيركتي ويلوي. Также ректор Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Абдурахим Мутушев напомнил жителям республики, что их выбор будет во благо всей стране. Иса Тумхаджиев также напомнил о необходимости явки на выборы и участия в общественной жизни страны. Организация голосования на всех участках Чеченской Республики заняты более 4600 членов участковых избирательных комиссий, а для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на участки, сотрудники УИК привозят урны прямо домой. Халимат Шахидова, Адам Арсанукаев, Аслан Висхаев, «Неделя». Также участие в выборах принимают и жители Шатойского района. Всего в муниципалитете работает около 30 участковых избирательных комиссий. Один из участков района под номером 330 посетил председатель правительства республики Муслим Хучиев. Подробнее в следующем сюжете. Чтобы принять участие в выборах президента страны, жители Шатойского района приходят с самого утра. Свой голос пришел отдать и глава Шатойского района Руслан Акаев. Он призвал всех жителей республики не оставаться в стороне и проявить свою гражданскую позицию. С большим желанием люди приходят на избирательные участки. На сегодня, на данный момент, у меня в районе 27 избирательных участков. Все они оборудованы.
Также выделен автотранспорт, более 80 единиц. Сонтаган алу что кудер эльчи, вей мехкдас белтешем из-за цу халкан белтешем буер. Халку мехкдена действительно тахан гойтурду тахан вайн хурду шуйтрей он мосу заманах выборышка докда лятца ю референдум конституцию милла долчумана. Также избирательный участок 330 посетил председатель правительства республики Муслим Хучиев. Он поздравил избирателей с этим важным для всей страны событием. Жители Шатойского района не остаются в стороне и активно участвуют в голосовании. Участковую избирательную комиссию посетил и кавалер ордена Кадырова, ветеран боевых действий Руслан Сургаев. Выборчка хор сагуй декардутюн. Кажется, свахар декардутюни, а кажется, декардутюни. Чухайна азамсун халгар чуто сурбер богош саг чуму аргу. Таган дау генер венасо дау учхени дагюч дайла шигок бочуре кажется свечхелч. Вой хун садвертиш из гурда цертиш масал дои. Из хилета иштвено соделши до кажется свой мото сурбат стан. Он одик пачахилч. Вой волк хаусушхилч дашхилч ахму воргу ацокус кажется. Чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, Мадина Цагарова пришла вместе с коллегами. Мы пришли всем коллективом сегодня на выборы президента нашей страны, так как мы считаем, для нас это очень важно отдать свой голос, потому что это очень ответственный момент для нашей страны. Эмоции, естественно, так как вы видите, все очень оживленно, все хотят отдать свой голос, потому что этот наш выбор, это наша страна, и мы должны каждый показать свою точку зрения, кто за кого голосует. В течение 3 дней жители всей страны смогут принять участие в голосовании. Избирательные участки принимают граждан с 8 утра до 8 часов вечера. Достаточно иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации. Und dann wir vorstellen, dann lede das, der Julkaniu, der Jochaniu, weil du es der Heini, дикадек дух vorstellen da. Избирательные участки республики тщательно готовились к выборам. В них созданы все условия. Всего же в регионе работает более 520 участков. Диана Хармуш, Юсуп Ижиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В детском саду «Родничок» села Верхний Нойбер прошло мероприятие, посвященное наступлению священного месяца Рамадан. Для детей и воспитателей провели викторины на знание основ религии. Также ребята посвятили стихи этому прекрасному месяцу, исполнили нашиды и прочитали суры из священного Корана. В завершение собравшиеся прочитали дуа, в котором просили Всевышнего о милости и благополучии для всей уммы. Вай Мухаммад пайғамбар дейлер сылмар шахулсын, сын лерина хар сан қетырш сих дахушту. В Грозном прошла церемония закладки капсулы под строительством медресе для глухонемых. В нем приняли участие советник главы республики муфти Сала Хажи Межиев и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. В своем выступлении муфти региона рассказал о важности получения исламских знаний, а также отметил, что руководство республики создает все условия для изучения религии. После собравшиеся прочитали дуа. Оснах я хажар, оснах тергуер, оснах док хастер, ак ниаматах док ниамату из дал дин дик дуиза, тагана дал шиена бокула дик дин цагилши, вай пача рамзан аш вай мехда, остай пан дик белш дал сун бойтур мабацар, дал сун бойч бош бол дик белш дал сун уз беза бин хилер, дал ивиз хилер, дал илак векин хилер.
Новая медресе сможет принять около 100 учащихся. Строительство религиозного образовательного учреждения профинансирует региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. دا كنت أعمل مصارنا ديلي بر أستاذ رئيس خلا دا لما الله وتحتي وتحتي بيرتخلو دا قزع بولنا آخر علم دويش خلا قرآن ديش خوش إدق صوت تسانا شنبولشنا. На неделе в Грозном состоялось массовое шествие в поддержку президента страны. В нем приняли участие около 150 тысяч человек. С трибуны в центре столицы выступили известные богословы, политические и общественные деятели. Они отметили, что чеченский народ поддерживает курс действующего президента. Танцы, песни и праздничное настроение. Так в Грозном проходит массовое шествие в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента России. Организовано оно по призыву первого заместителя руководителя администрации, главы и правительства Чеченской Республики Хадижи Кадыровой. Шествие проходит от площади Минутка до центральной площади столицы перед мечетью «Сердце Чечни» имени Ахмада Хаджи Кадырова. В акции приняли участие около 150 тысяч человек. Это жители всех районов, представители различных типов, сотрудники министерств, ведомств, активисты молодежных и общественных организаций. Все мы видим, какое настроение, и с подступом к Грозному настолько много населения подтягивается, и до сих пор, и сейчас даже. Это показывает, какая поддержка у Владимира Владимировича Путина среди населения Чеченской Республики. И мы этим показываем, что мы поддерживаем и своего главу республики, и главу государства. И мы связываем свое счастливое будущее только Владимиром Владимировичем Путиным и своим национальным лидером Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. На центральной площади участников шествия ждал концерт и выступления общественных, научных и политических деятелей, а также богословов республики. Они подчеркнули большую значимость предстоящих выборов, которые отразятся на будущем нашей страны. Так, муфти региона Салах Хаджи Межиев отмечает, что в России законом защищаются священные писания и права мусульман. Alhamdulillah dal khastam bu dala ho ni'mati awainistin khastam choba biz estina kegichar bogoy hantiqi shtol chor isha balan khirsh lazwan khirsh ishal balan khirsh waqietan khirsh daishnan wash idwash lelina baqicharnan balan shtol bog khom baghatsan ozar dostar du sergah ba'du kegichar estin tagana hayati yashraghu سان خاديز خاستم جوابا بيزي هرا وين حقوش شتول يعني عمش هر إيرقي غني وشل ممسرش قابع تقاش بيا ماجدك دا تروي هين سايزر بخبع جرق ماجدك دوي سايزر شبع ماجدك تخيات توي يبع علم الحجر يوي بار قرآن دقع عموش حافظ كول يوي شيزر سقاش شا دقع قرآن خوش حافظ بوي شوز شيء ازر علم عموش دقيقة علمش عموش متعلمش بوي داخل الماشي يوقع بولبا يشوش دوي ديزوش قابي شوش دوي أقا ملخا إسلام ديننا واخرنا عيمتو ماشو يوقع خاستم دالبو تشقيوش أهر شاخ اللي تعربو سخ الله هقنا بوق مهد عبي الله اجر حال أحمد عجدال غازو تقابل دولسنا شي ديغ شي سيدي غازو تيدعلوش تنقولي عدوق ناخ غازو تيدعبيلش غازو تيقاهيوش Остайпана духна қахяг няқын мәшуйер. Үрей оч, сүрей оч. Оц қахяг болчан юқах. Эгер оқ, ғанчи, Ахмад Хажин. Дик антхил шеқ оман, дик антхил. Таған шеқ оман, дик дағыл, мехда. Вай пача Рамзан Хажуд ал шойл. Дал дикан сбеқын бойл. Хара Ахмад Хажиниқ. Лаққаш теган тях. Чақа бәқин таған хабаш. Ларбаш хавоқ шол. Дал ше дик нясо оқиліз.
Многотысячное шествие отражает единство чеченского народа и верность курсу Ахмада Хаджи Кадырова. Это отмечает министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Наш митинг и наше шествие отражает, что мы сегодня являемся одной единой командой нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Что мы как одна семья, как единый народ, мы сегодня собрались для того, чтобы на весь мир заявить свою твердую, однозначную, принципиальную поддержку действующему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Заявить всему миру, что мы все, как обычно, традиционно мы это делаем, выйдем на предстоящих выборах и отдадим свой голос за достойного кандидата, которому нет альтернативы для нас. За Владимира Владимировича Путина, потому что именно благодаря его волевым решениям, благодаря стойкости Ахмада Хаджи Кадырова, мы сегодня имеем эти прекрасные условия, эти прекрасные возможности для того, чтобы собираться в такой праздничной атмосфере. Шествие завершилось концертом звезд чеченской эстрады и красочным фейерверком. Также при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова на центральной площади были подготовлены вагончики с бесплатной едой для участников акции. Халима Чахидова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.